Приветствую, дорогие подписчики и гости канала. Вы на канале Таро Дома. Меня зовут Александра, и у меня для вас прогноз на 13 ноября. Это у нас с вами будет четверг. Мы будем смотреть на колоде «Цыганский пасьянс» все знаки от Овнов до Рыбок. В этот день, я посчитала, у нас с вами будет влиять аркан Дьявол на этот день, поэтому нам всем будет хотеться вести себя очень неприлично. И, кстати, как раз расклад пасьянс очень хорошо показывает. Здесь есть такие позиции, как обман, как желание там где-то обойти какие-то моменты через хитрыми способами. В общем, где вот, знаете, как нарушить какие-то правила, законы. Здесь карты очень хорошо показывают. Поэтому мы с вами посмотрим через пасьянс, будет ли такое в вашей жизни в четверг. Будут ли такие события, возможны ли они, и вы будете просто более внимательны к ним. Ну что, поехали. Первые Овны. 13 ноября, четверг. Овны, события дня. Покажите мне. Овны, четверг. Смотрим. Тайны. Ну, вот видите, сразу же тайна. Хочется от кого-то что-то скрыть, недосказать. Спрятать. Опять же, тайна. А это у нас идет по дьяволу. Хорошие новости. Шарики. Казенный дом. Тайна, казенный дом. Ну, госучреждение. Дорога. Вместе с госучреждением это может быть ЖД вокзал, аэропорт в том числе. Чемодан. Ножницы. Решение вопроса, хорошие новости. Ну, кстати, да, вот я не сказала в начале видео. Дьявол, он не только про плохое, он не только про зависимости, про соблазны, он также еще и про возможности. Он дает большие возможности. Любовь. Любовь — это тоже по дьяволу у нас может быть. Дьявольское наваждение. Любовь, верность. Ох, сколько у вас событий. Месяц нельзя, сердце нельзя. Смотрим, значит, горизонталь, вертикаль. Ключик нельзя. Ну, здесь нет. Получается, первое событие, замок, это тайны какие-то в этот день. То ли будут создаваться, то ли будут открываться. Может быть, вы от кого-то будете хотеть что-то скрыть. Дальше дорога, госучреждения, пустые разговоры, любовь, верность, решение вопросов, хорошие новости и временная разлука, расставание с кем-то, чемодан. Так что, в принципе, у вас день очень даже позитивный. Плохих событий не выпало. Там ни обмана, ни рыбы, ни неприятность не выпала. Так что все должно быть плюс-минус хорошо. Смотрим дальше. Тельцы. «13 ноября». Тельцы, события дня. Мешок с деньгами. Это у нас, кстати, тоже по дьяволу. Большие деньги, большие расходы, дорогие покупки. Угу. И сундук. Сундук с деньгами, мешок с деньгами. Радость. Бабочку нельзя.
корона. Так, здесь нет, нет, нет. Угу. Ну, видите, к вам дьявол будет очень добренький. Вам он дает деньги. Первое, значит, мешок с деньгами. Ну, больше мешок проигрывается как расходы, траты, проплаты, покупки какие-то. Но опять же, по дьяволу сильное желание что-то купить и как бы не жалеем денег на это. Сундук, финансовые поступления, поэтому будут и поступления, и, скорее всего, будут расходы. Солнышко, большая радость, счастье, радость, удовольствие будет в этот день. Корона, общение с влиятельным человеком. Но опять же, это может быть кто-то, кто вам либо выдает деньги, либо там, не знаю, вы ему платите. В общем, какой-то влиятельный человек, общение с ним. И также вас ждут еще какие-то новости неожиданные. По молнии, это, знаете, как гром среди ясного неба, какая-то информация. Опять же, это может быть сумма денег, которую вы не ждали. Да? Вот вам, пожалуйста, и информация, новость. Так что такие события для вас. То есть тут ничего я плохого не увидела. Ну, под вопросом только, что это за новость, да, она может быть там негативная. Но будем надеяться, что это что-то хорошее, связанное с финансами. Благодарю за внимание. Переходим дальше к близнецам. Близнецы, 13 ноября. События дня. Угу. Сразу же весы у вас. Какой-то сложный выбор будет. Верность. Угу. Скользкое дело. Вот и дьявольская история. Скользкое дело — это желание пойти каким-то хитрым путем. Угу. Змея. Змей-искуситель. Ну, горизонталь, вертикаль я не вижу совпадений. Получается, первое — сложный выбор в этот день. Два варианта, и вы будете колебаться между ними. Да, один или другой выбрать. Дальше гармоничные отношения в паре. Верность выпала. Ну, или тут будут подниматься вопросы верности. Дальше скользкое дело. Ну, это вас могут втягивать в какие-то истории мутненькие. Или вы кого-то можете втягивать в эти истории. Поэтому по рыбе тут надо быть, ну, тем более с учетом того, что дьявол в этот день. И змея — это, опять же, может быть кто-то, кто вас соблазняет, втягивает куда-то, да, как змей-искуситель. Либо это человек с длинным языком, может еще проигрываться. Из хорошего может показывать общение с таким человеком, когда он к нам просто эту агрессию не проявляет, вот эту язвительность, а просто с нами общается, но по своей характеристике, да, по своему внутреннему состоянию он именно вот больше идет как змея, ведет себя с другими как змея. Поэтому такие события для вас. То есть у вас предупреждение — это рыба и змея. Смотрим дальше. Раки. (13 ноября), раки. События дня.
Угу. Будильник. Дорога. Мешок с деньгами. Сундук. Цыпленок. Цветочек нельзя. Подкова. Метлу нельзя было соединить. Угу. Здесь нет. Значит, рассказываю. Из предупреждения у вас выпал только будильник, часы. Поэтому будьте осторожны и правильно распределяйте время. С утра можете проспать, например, по будильнику, либо неправильно как-то рассчитать время и не успеть куда-то. В общем, не будете дружить со временем. Дальше поездка, финансовые поступления, покупки, траты, расходы, удача, фарт, везение и общение с семьей, с детьми. Так что у вас такой хороший день. Ну, единственное предупреждение, вот правильно распределить как-то время в этот день. Но опять же, по дьяволу это тоже может быть, когда нам кажется, что нам на все хватает времени, но это такая ошибка. Мы можем где-то что-то не успевать. Так, смотрим дальше. Дальше у нас левушки. Тринадцатое ноября. Львы, четверг. Первое, что у вас выпадает, это флаг, победа. Ну, кстати, дьявол может дать легкую победу, но что-то может потребовать взамен. Казенный дом. Победа в казенном доме. Ну, в госучреждении. Деньги. Либо еще второй вариант, ключ. Все в ваших руках. Сердце нельзя. И неприятность. Негативное событие. Так, венок нельзя. Здесь нет. Здесь не вижу. Солнце. Радость. Угу. И здесь нет, непонятно, что это за неприятность. В общем, из событий, которые выпали, первое, вас ждет победа в работе, в делах, вас ждет общение с друзьями, посещение госучреждения, казенный дом, возможно, победа в казенном доме, в госучреждении, деньги, какие-то будут события, связанные с финансами, радость, общение с друзьями и какая-то неприятность тоже может быть. Либо вы сами себе ее создадите, либо кто-то вас втянет в эту неприятность, либо вы для кого-то можете какую-то неприятность организовать, так сказать. Тут я не знаю. Может быть, вы будете свидетелем какой-то такой истории. Это будет не с вами, а на ваших глазах. Тут уже, что называется, поживем, увидим. Ну, по дьяволу, да, вот в этот день, в принципе, было ожидаемо увидеть там маску, неприятность, рыбы, потому что дьявол любит все эти истории создавать, втягивать нас в них, да, и проверять нашу стрессоустойчивость. Поэтому тут, в принципе, для меня это не удивительно. Я вам скажу, что даже еще очень такой лайт вариант прогноз для
аркана дьявол, для дня под арканом дьявол. Достаточно такой мирный день. Смотрим дальше. Девы. 13 ноября. События дня Девы. Дерево. Цепь. Солнце. Мешок с деньгами. Весы. Подсвечник. Так, и смотрим, значит, что здесь. Домик еще есть. Домик и подарочек. События в семье с подарками. Так, значит, смотрите, что выпало вам здесь. Приглашение. Вы можете получить в этот день приглашение. И выпадает событие. Приглашение, события, подарки. Может быть, на какой-то там день рождения, свадьбу, крестины. Куда-то вас могут позвать в этот день. Дальше радость, хорошее настроение, надежда, деньги. События связаны с деньгами, но скорее расходы, чем поступление. Сложный выбор. Может быть, будете что-то покупать или что-то оплачивать, им будет выбор. И нерешенный вопрос. Если брать дела, работу, то здесь, к сожалению, выпала цепь, показывающая, что как-то в четверг не получается решить какой-то вопрос. И ножницы, в принципе, далековато друг от друга. Я думаю, что на этой неделе, скорее всего, и не получится. Потом, может быть, на четверг лучше дела не планировать. Вот у вас, видите, торжество, события, тут все хорошо, настроение. А вот с делами как-то не очень. Поэтому, может быть, по возможности на четверг никакие дела и не планировать. Потому что, видите, вопрос не решается, к сожалению. Но, опять же, всему свое время. Когда придет его время, и этот вопрос тоже решится. Благодарю за внимание, девы. Перехожу к весам. 13 ноября, весы. События дня. У вас выпадает интимная связь. Кровать. Кровать, семья, дети, цыпленок. Неприятность. Расческа. Ой. Корабль. Нерешенный вопрос. Дерево. Чемодан.
Ну, здесь нет. Значит, смотрим первое событие. Кровать, интимная связь. Ну, в принципе, по дьяволу это, да, вполне может быть какие-то страсти. Дальше семья, общение с семьей, с детками, внуками, какие-то дела семейные. Неприятность, может быть нерешенный вопрос, может быть какой-то, может быть это неприятность есть, что вопрос не решается. Ожидание, видите, корабль показывает, что надо ждать ожидания. Приглашение и куда-то вас могут еще позвать, пригласить. И чемодан — это временная разлука, расставание с кем-то. Либо встреча, допустим, вы ждете ожидания, что должен был кто-то приехать, с кем вы давно были в разлуке. Ну, может быть, вопрос не решается, человек не приезжает из-за там какой-то неприятности, как вариант. Ну, опять же, это я, да, уже так соединила все эти события. Может быть, это все будет отдельно. Отдельно нерешенный вопрос, отдельно встреча, расставание с кем-то, отдельно неприятность. Поэтому, в общем, четверг придет, посмотрим, что там будет. Благодарю за внимание. Весы, переходим к скорпионам. Так, скорпионы. Сразу все, энергия пошла. Все поразлеталось во все стороны. Скорпионы, 13 ноября, события дня. Скорпиончики, четверг, смотрим. Мешок с деньгами. У нас сегодня мешок с деньгами, это прям звезда расклада, потому что дьявол, я думаю, это вот сегодня, получается, дьявол проигрался как, ну, проиграется, вернее, да, через деньги. Я думала, больше будут выпадать там обманы всякие, а нет, выпадают большие деньги. Корабль. Цыпленок, что я соединяю? Лебедя еще думаю, где вторая половинка лебедя? Так, цыпленок. Ну и горизонталь, вертикаль не вижу. Получается 3 события всего у вас. Первое событие — это деньги. Финансовые могут быть расходы больше по мешочку, какие-то траты по дьяволу, очень сильно чего-то захотелось. И, скорее всего, что вы не сможете себе отказать. Могут, конечно, и поступления быть, потому что некоторые зрители мне пишут и говорят, нет, вот у меня мешочек, как поступление проигрывается. Ну, прекрасно, если это будет поступление. Может быть, ожидание, смотрите, ожидание денег, да, ожидание какой-то большой суммы. И также еще выпадает семья. В этот день вы будете проводить время с семьей, семейные какие-то посиделки, там игры с детьми, может быть, там, если есть уже внуки, с внуками можете время проводить. Очень часто цыплята — это кто, о ком мы заботимся, там что-то для них делаем, готовим, играем там, и так далее. Поэтому у вас, в принципе, хороший день, вообще плохих событий не выпало. И также, скорпиончики, смотрите, у кого день рождения 13 ноября, у вас начинается год, который будет идти под арканом дьявол. Это год больших возможностей. Дьявол, он дает, да, вот эти несметные богатства, ну, в кавычках, да, грубо говоря, но он потом как бы и проверяет тебя. Забахвалишься ты, да, будешь ли ты потом на себя корону нацепишь, и будешь ли ты там считать себя помним ли или нет. Поэтому это год больших возможностей, но очень важно, как вы потом будете себя вести. Вот после того, как вы эти возможности получите,
вас будут проверять. Поэтому смотрите, если вы очень быстро и легко взлетите, не знаю, может быть, у вас там пойдут дела на работе, может быть, у вас там, ну, вы начнете получать то, что хотите, может быть, вы выиграете там какой-то важный конкурс, на который там, казалось бы, невозможно выиграть. Это все будет идти по дьяволу. Это дьявол дает эти подарки, но потом следующий год будет башня. И если вы, ну, как я уже сказала, да, вот почувствуйте в себе, типа, ну вот, какой я крутой, какой я там вообще супер-пупер, начнете там через губу со всеми разговаривать, то потом будет башня. То есть тогда в год башни вы все потеряете. Если вы останетесь тем, кем вы были, да, то есть на вас это не повлияет, вот этот резкий успех, тогда все будет хорошо. Будет еще лучше, так сказать. Поэтому вот для вас вот такое предупреждение на этот год. Очень важно, знаете, как говорят, пройти огонь, воду, медные трубы. Вот медные трубы тяжелее всего проходить, потому что это у нас испытание славой, так сказать. Смотрим дальше. Стрельцы. 13 ноября. Стрельцы. События дня. Тринадцатое ноября. Стрельцы. Четверг. Угу. Первое, что вижу, это гости. Чаепитие. Ну, с учетом дьявола, это, знаете, такое чревоугодие, когда прям хочется много всего вкусненького, побольше. Поэтому тут как бы следите за питанием. Шарики и сундук у вас еще выпали. Рыба. Скользкое дело. Корабль. Так, ну и давайте тут тоже пробежимся, посмотрим. Чемодан есть. Чемоданчик. Здесь нет, здесь нет. Месяц есть. Нет. И есть свиток. Значит, рассказываю, что выпало. Первое выпала чашка, это гости. Ну, кто-то придет в гости, вы куда-то пойдете в гости, либо где-то с кем-то будете устраивать чаепитие, застолье. Да? Дальше прибыль будет в этот день, финансовые поступления, хорошие новости. Ну, может быть, опять же, эти новости могут быть как раз связаны с деньгами, с прибылью. Ожидание будут события, которые имеют цикличность, происходят каждый месяц. Может быть, опять же, это вот связано с деньгами. Деловая встреча может быть и временная разлука, расставание по чемодану. Может быть, опять же, с тем человеком, с которым вы будете встречаться, на какое-то время расстанетесь. И самое главное предупреждение – это рыба. Рыба – это скользкое дело. Кто-то в этот день может втягивать вас в какие-то истории мутные. Либо вы можете. То есть это может быть как в нашу сторону, так и от нас идти эта ситуация. Потом либо вы кого-то будете втягивать, и видите, у вас есть какая-то важная встреча деловая. Вот это вот там как раз может происходить. Поэтому не соглашайтесь на какие-то непонятные серые вот эти всякие схемы, там, где что-то идет в обход правил, в обход закона. В общем, это не желательно. Тем более это дьявол. Да? В день дьявола это такой вот прям соблазн, знаете, пойти коротким путем, а потом найти себе проблем на голову. Ну, если вы не хотите себе их на голову найти, лучше короткими путями не ходить. Поэтому такая вот информация для вас. Смотрим дальше. Дальше у нас будут козерожки. Смотрим. Козероги. 13 ноября. События дня.
Козероги. Якорь. И еще солнышко есть. Второй вариант. Ну, давайте солнышко оставим. Если вы увидели якорь, тогда это будет остановка. Солнышко — это радость. Мешок с деньгами. Ну, вот, как я говорила уже другим знаком, очень многим он выпадает в этот день. Опять же, почему? Потому что дьявол. Хранитель больших денег. Неприятность. Корона. Сердце. Бабочка. Деловой разговор с человеком в короне. Пустые разговоры. Пустые разговоры могут быть с друзьями. Болтовня. Так. Смотрим здесь. О, шарики есть. Прекрасно. Ой-ой-ой. Простите за звук. Хорошие новости, связанные могут быть с деньгами. И вертикали не вижу. Значит, смотрим. Получается, точно у вас будет удовольствие, радость, хорошее настроение. Но опять же, потому что хорошие новости. Получили новости приятные, позитивные, ну и, соответственно, радость. Деньги, какое-то событие связано с финансами, общение с друзьями, пустые разговоры, болтовня, общение с каким-то человеком важным, влиятельным, и также нам показывают, что есть деловой разговор, скорее всего, наверное, с ним, ну или с ним, или с ней. И негативное одно событие — это неприятность. Но опять же, дьявол, поэтому как бы я не удивлена. Я понимала, что будет выпадать или обман, или рыба, или неприятность, а в принципе еще все не так страшно, скажем так. Поэтому, ну, какая-то неприятность может быть. Поэтому будьте на всякий случай начеку. Это еще, кстати, может быть не с вами, а на ваших глазах. Или там, например, с кем-то из близких это неприятность. Поэтому тоже этот момент учитывайте. Ну, рядом нет событий и рядом есть солнце. Поэтому я думаю, что любая неприятность здесь может для вас хорошо закончиться. Благодарю за внимание, козерожки. Переходим к водолеям. Водолеи, 13 ноября. События дня Водолеи. Четверг. Сразу же успех. Рыба. Успех через какое-то скользкое дело, через хитрость. Кровать нельзя. Дерево. Выбор. Возможно, выбор идти к успеху скользкой дорожкой или нет, как вариант. Бокал. Ну, может, еще выборы будут связаны с каким-то мероприятием, застольем. Потому что еще и приглашение выпало. Приглашают застолье и выбор. Идти, не идти. Ну, застолье, знаете, как это громко сказано. Не обязательно это должен быть там пир на весь мир. Кто-то может в кафе позвать, пойти посидеть, в гости к себе там и так далее. Бабочка еще есть.
Так. Ну, здесь не вижу. Горизонталь, вертикали не нашла. Получается, первое сразу же показывает, что у вас может быть успех, победа в делах. У вас будет приглашение, застолье, сложный выбор, деловой разговор. И из предупреждений скользкое дело. Вас могут втягивать в какие-то темные истории. Ну, опять же, это все, что идет по дьяволу. Там, где нужно нарушить закон, там, где нужно делать в обход, идти в обход каких-то правил там, и так далее. В общем, заниматься всей этой дьявольщиной. Поэтому будьте осторожны. Особенно мне не нравится это сочетание скользкое дело и успех. Да, прийти к успеху через какие-то вот негативные вещи. Но ничем хорошим это не закончится. Да, в данный момент это будет успех, но потом за этот путь придется еще отвечать, понимаете? Любое наше действие, оно ведет к какому-то результату, к какому-то ответу. Поэтому тут надо 10 раз подумать, стоит ли таким путем идти или не стоит лучше. Благодарю за внимание и переходим к рыбкам. Смотрим, рыбки, теперь для вас 13 ноября. События дня. Рыбы. Первое, что я вижу, это замок. Угу. Также есть еще сердце. Ножницы еще есть. И вот еще есть это. Лебедь. Лебедь, ножницы. И ключ. Ну, в принципе, 5 событий не так и мало. Значит, смотрим. Первое событие у вас было тайна. Возможно, в этот день откроется какая-то тайна. То, что было спрятано, скрыто, вы можете узнать. Дальше общение с друзьями может быть. Гармоничные отношения в паре. Ну, либо какие-то вопросы, связанные с верностью. О, еще нашла корона. Общение с каким-то очень влиятельным человеком, корона. Кто-то, кто имеет уже положение в обществе. И смотрите, решение вопросов. Может быть, вот с вот этим человеком решаться какие-то вопросы. Ну и плюс еще и ключ выпадает. Ключ показывает, что все в ваших руках. От вас будет все зависеть. Решаться вопросы, не решаться, как пройдут эти разговоры. И, кстати, вот как раз ключик открывает все вот эти тайны. То есть благодаря вашим действиям будет открыта какая-то информация, секрет. То есть кто-то что-то от вас пытался скрыть, но это не получится дальше сделать. Вы все узнаете. Так что вот такие события для вас. В принципе, у вас тут можно сказать, что все хорошо. Узнаете что-то интересненькое, будет важный разговор, где решится вопрос, и будет общение с друзьями. Ну, такая информация для вас. Благодарю за внимание и жду вас на своих новых видео.